оё маротибае ҳам фикр накардаед, ки дунёи кӯҳҳо пурасрор ва дар айни замон ҳаётбахш аст? онҳо бо нафаси хеш ва абадият бо мо ҳамнаво мешаванд. бо салобати худ моро ба сӯи хеш мехонанд ва асрори пинҳонашонро фақат ба онҳое бозгӯ мекунанд, ки ҷасорати вуруд ба дунёи онҳоро доранд. ин аст ҳикояти саёҳати 8рӯза ва 80 километраи мо ба кӯҳҳои Фон. сафаре, ки на танҳо ҷисми моро, балки рӯҳу андешаи моро низ дар баробари зебоии беканор ва мушкилоти начандон осон озмоиш кард. имрӯз мо аз кӯҳнавардон, онҳое ки бо сину сол, касбу кор, забону фарҳанг аз гӯшаҳои мухталифи дунё бо азми саёҳат дар кӯҳҳои Фони Тоҷикистон ба ҳам омаданд, дар бораи Тоҷикистон, хатсайри 8рӯза ва лаҳзаҳои хотирмони онҳо пурсон мешавем. ин суҳбатҳо нақши ин сафарро дар зиндагии онҳо бозгӯ мекунанд. аз шавқи кашфи табиату таҷрибаҳои нав то мубориза бо мушкилот ва пайдо кардани дӯстони нав. Ну, первый день, вот, я хочу отметить, был вообще прикольный. Приехал такой, я думал, будет одна нация, а здесь получилось у нас вся сборная. У нас было, ну, и таджики, и узбеки, ну кто, все. Поляки, хорваты, россияне. Мне самому было интересно поработать с такой командой. Ну, получилось нормально. Да, каждому было тяжело. Кому-то, каждый день было кому-то тяжело. Кому-то на подъеме было тяжело, в начале, потом он шел хорошо. Кому-то в конце становилось плохо. Но было очень интересно. Вообще, люди такие хорошие попались, мы так сдружились со всеми в этом походе. Для людей, которые приехали из Питера, они практически с нуля приехали. Да. Ноль высота у них, Балтийское море это 0, а здесь 5000 они поднялись. Да. Для них это, кстати, это победа, можно так сказать. Трошку чуть-чуть? Да. Хотите? Я хочу. Хорошо. ин гурӯҳ дар тӯли 8 рӯз бо тай кардани 80 километр на танҳо кӯҳҳоро тай кард, балки бо фарҳанг, табиат ва мардуми Тоҷикистон шинос шуд. ҳар қадами онҳо як саҳифаи нави хотираҳо буд. акнун вақти он расидааст, ки аз худи кӯҳнавардон дар бораи таъссуроти онҳо бипурсем. се далел ё чизи ҷолибе, ки дар бораи Тоҷикистон кашф кардед, чист? Очень гостеприимные люди, красивая природа. Надо вернуться. Надо вернуться. 3. Я в Таджикистане первый раз, и что я заметил? Первое, это очень дружелюбные и доброжелательные люди. То есть со всеми, с кем я пересекался, будь то водитель, который меня вез от границы с Узбекистаном, и ребята команда здесь, и участники экспедиции, те, кто были из Таджикистана, были супер ребятами. То есть для меня это первый такой момент, который я для себя сделал. Поскольку я первый раз, и я вообще первый раз был в горах, именно в походе, то я был просто в восторге от самой природы. Что в Таджикистане... Природа Таджикистана. Да, что в Таджикистане такая природа потрясающая. Для меня это второй момент, второе открытие. Мне очень понравилась местная кухня. Да? Где я кушал и что готовили, это была очень вкусная еда. Для меня это тоже было открытием. Да. Я, в принципе, не сомневался, но это было приятно. Первый факт – это то, что я в него влюбился еще 3 года назад. Не связано было просто с горами. Второй факт, что, конечно, таких прекрасных рассветов я не видел еще нигде. И третий факт, когда ты преодолеваешь какие-то трудности, и потом у тебя получается, то это становится таким как бы местом притяжения. Таджикистан. У меня очень яркое было ощущение, впечатление на перевале, когда мы пытались подняться на энергию. И с одной стороны был Узбекистан.
когда ты смотришь через горы и равнина, такая длинная, горизонта огромная. А ты поворачиваешь в другую сторону, это Таджикистан. Это горы, 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 горы. То есть я вот там, на этом перевале, очень точно понял разницу и суть, как бы, да, Таджикистана. Это горы. На предыдущее мое посещение мы были на Нурекской ГЭС. И там это тоже были горы, и я понимал, вот как это все каскадами спускается, но когда ты стоишь на перевале сверху, и ты понимаешь, вот эта страна гор. Мы вчера ехали, когда уже закончили пеший, значит, переход, ехали на автобусах сюда в Артуч. И ехали как бы с той стороны хребта, вот этого. И я увидел, как живут люди. То есть река, они сливаются, две реки, там, где мы стояли, и потом она идет уже не Зиндон, а другое название. Это река. И вдоль этой реки люди живут, и кажется, что суровая местность. Но там растут и яблони, и сады, и двухэтажные дома, и значит, какие-то посадки вдоль реки, чтобы укреплять берег реки. Я увидел, что люди, как люди живут. Мне все время это интересно в любой стране мира, мне все время интересно, как люди живут в небольших городах. И я увидел, что они живут, как бы устраиваются, используют все. Коровы, которые ходят, значит, как хотят. Было тяжело, но мы это сделали. Компания решает. Вот те люди, с которыми идешь в поход, на такой, в такой сложный, на такое длинное расстояние, на такое количество дней, в достаточно сложные условия, люди вокруг решают. Ну, опять же, про природу скажу, было очень красиво. Мы когда спустились, мы когда спускались с перевала, шли очень сложный путь. И когда мы дошли до Большого Алло, это просто, не знаю, глоток воздуха был. Это было очень трудно. Это, наверное, был один из самых сложных дней, потому что мы же еще поднимались на 5000, а потом спускались оттуда, получается, на 3000, наверное, 3200 где-то. И когда ты видишь эту красоту, которая так среди скал открывается, это, конечно, что-то невероятное. Мне очень понравилось, во-первых, вчерашнее, когда мы шли, потому что была очень красивая долина. Уже было тепло, уже не было вот этих таких подъемов. Ну, были, но не небольшие. Само вот это путешествие по долине, ну, прям красиво. Это было вот прям очень красиво. Вот. Ну, и полегче уже все-таки, чем идти в гору. Вот. Еще мне очень понравился день, когда мы пришли на Мутные озера. Потому что раньше такого не встречала, когда нет ни одного деревца, ни травинки, ничего, просто вокруг скалы одни, камни, скалы и мутное озеро посередине. Это какой-то, не знаю, лунный ландшафт, что-то невероятное. ин суҳбатҳо нишон медиҳанд, ки Тоҷикистон на танҳо бо табиати худ, балки бо фарҳанг ва меҳмоннавозии мардумаш дар дили сайёҳон ҷой гирифтааст. аммо сайёҳати 8рӯзаю 80 километра дар кӯҳҳои Фон чӣ таъссуроте дар ёду хотири кӯҳнавардон гузошт? се далел ё хотираи муҳим аз ин 8 рӯзи кӯҳнавардӣ дар кӯҳҳои Фон бароятон чӣ буд? Дружная команда, очень хорошая программа, незабываемые впечатления. Это у меня был первый такой длительный поход, и в котором я остался без сотовой связи, у меня не было местной симки, у меня не было музыки скачанной какой-то на телефон, у меня не было книг, и у меня произошел такой информационный детокс. И единственное, что у меня было, это горы, компания людей, с которой я находился, и свои мысли. Когда ты идешь в гору, ты остаешься один сам с собой наедине своими мыслями. И происходили какие-то изменения, какие-то инсайты. Вот для меня вот это было таким открытием в горах. Человек
в частности я, он не знает, на что он способен. Он не знает границы своих возможностей. 100%. Да, и когда ты попадаешь в такую ситуацию, где происходит испытание твоих возможностей, ты начинаешь больше понимать себя, ты начинаешь узнавать себя, ты открываешь те грани, которых себе даже не знал. И вот это вот тоже такой ключевой момент, который я для себя узнал в этой Третий экспедиции. – это узнать себя. Да. Первый факт. Мы сделали 5000 метров с друзьями. Это, конечно, учитывая, что это для нас вообще первый поход в горы, это очень круто. Второй факт – это люди, с которыми вместе с нами шли, которые нас тащили, по сути, да, и везли. Это второй факт. И но они говорят, ну не можешь, давай помедленнее, никто как бы тебя не торопит. Третий факт – снова природа. Никуда не денешься, когда ты просто поднимаешься вверх, видишь одну природу, спускаешься в другую, третью. Это вот, то есть, наверное, вот так люди и природа, да, второй, третий факт. Первый факт. Подниматься намного легче, чем спускаться. Это для вас. Да, намного легче. Как вы сказали, То есть я этого могу, спуска был да, лезть в горы, то есть вот вверх, пожалуйста, сколько угодно. Значит, меня удивила разница между северной частью и южной частью хребта. Мы 3500 – это Большое Алло. Разница огромная. И это тоже меня поразило, потому что вроде бы как между нами только гора, но разница огромная. То есть там холодно, здесь тепло. То есть горы это мне доказало, что горы это очень что-то большое, которое способно просто изменить радикально. Там в 2 спальниках замерзал, а тут в одном спальнике вылезал. Речки горные для меня. Я был на Алтае, я видел там реки, но здесь это нечто другое, когда она из ледника идет. Прямо из ледника. Источника увидишь. Да. И она идет из ледника, и Радж говорит, не пить. Она идет из ледника. Там оказывается, что некоторые ледники, они достаточно загрязненные, пыльные. Потом, когда вода просачивается через горы, она очищается потихонечку. И в Алаудинских озерах она уже чистейшая, можно пить. Это очень удивительно. Вот 3 фактора. Во-первых, жаль, что сегодня 8-й день, последний, потому что это было очень классное путешествие, точно незабываемое, с великолепной компанией, людьми. 3 факта о Таджикистане. Очень гостеприимные люди, очень веселые. Нам было весело все 8 дней, и до сих пор остаются очень теплые чувства. Очень красиво, очень красивая страна, с красивой природой, красивыми горами, наверное, полстраны, да, наверное, горы занимают. Очень понравилось. ин 8 рӯз пур аз озмоишҳо, хандаҳо ва лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда буданд. аммо мушкилот низ қисми ин сафар буд. Насчет восхождения на энергию, что я могу сказать? Да, мы подошли, я просто оценил объективно обстановку. Ребятам было тяжело. Ребята спортсмены. И они на одном месте, они топтались там 2 часа. Просто 2 часа одну веревку вешали, потому что там был лед пробковый, лед как стекло. Если бы мы начали работать, то, я не знаю, во сколько бы мы спустились просто в лагерь на Большое Алло. Этот лед невозможно пройти, я бы пролез. Но не дай бог бы я соскользнул, меня кто бы страховал? Они не умеют работать с веревкой. Здесь нужно было бы еще один человек, который бы подстраховал меня. И объективно я просто посмотрел на обстановку, оценив эту обстановку, я просто развернул группу. Один человек, 3 не хотели уже идти, а один хотел идти, но в конце ему уже стало до такой степени плохо. А так бы он вообще бы не спустился просто бы. Мы бы просто его несли на себе. И вот из-за этого
Я просто убрал это восхождение. ниҳоят мо мехоҳем аз кӯҳнавардон дар бораи лаҳзаҳои хотирмони онҳо бипурсем ки дар дили онҳо абадӣ хоҳад монд. Все моменты, они незабываемые. То есть я буду вспоминать, как мы первый раз бегали на разминку на озеро. Как после этого, все подзадумались, что это не просто прогулка, это серьезная прогулка, и надо хорошенько подумать, стоит ли идти дальше. Назад пути нет уже. Мне понравилось, когда мы поднялись на Алаудинский перевал. Мне понравились озера, на которых мы бывали. Много интересных моментов. Конечно, апогей всех впечатлений – это когда мы были на высоте, на леднике. Это, наверное, пик эмоций и волнение, и тревога. Мы забрались высоко, надо ведь еще спуститься. И в то же время это чувство восторга, что мы поднялись. Мы не профессиональные альпинисты, мы раньше не занимались. И были вопросы, насколько далеко мы сможем пройти. То, что мы преодолели отметку 5000, это для нас большое достижение. Мне, пожалуй, понравилось длинный подъем на 4500. Да. Почему понравился? Потому что мы выходили с Алаудинов, там были деревья, там были кусты, там было 2 чайханы, условно, да. Значит, а потом мы поднимались 1000. И казалось бы 1000, и опять же, для меня подъем это как бы просто. Вот ты идешь 1000, и оно меняется. 3,5-4,5 оно меняется. Вот мы шли, и я прям видел, как оно менялось. Я видел, как дыхание по-другому работало. Вот это для меня, наверное, самый такой познавательный и самый впечатляющий момент, переход. 3,5-4,5. тоҷикистон кишвари хос аст. Он табиати бениҳоят зебо дорад. кӯҳҳо, водиҳо ва манзараҳое ки нафасро дар қафаси сина боз медоранд. одамонаш хеле меҳрубон ва меҳмоннавозанд. ман пештар фикр намекардам ки кишваре метавонад ин қадар дорои чунин мардуми неку, зебо ва дилсӯз бошад. ман қаблан дар бораи Тоҷикистон шунида будам. акнун медонам ки ин кишварест ки ҳатман бояд онро тамошо кард, зеро он табиати гуногун дорад. кӯҳҳои сершумор, кӯлҳои зебо ва амнияту оромӣ. ман хеле мехостам боз ба Тоҷикистон биёям. кӯҳҳои Фон ба ман бисёр писанд омаданд. мо чанд рӯз боз дар минтақаи Фон пиёда роҳгардӣ кардем ва агар имкон мешуд, ман ин таҷрибаро боз такрор мекардам. албатта сафар осон набуд. мо то баландии 4760 метр аз сатҳи бар баромадем, аммо ҳамаи ин арзанда буд, зеро манзараҳо, кӯҳҳо ва кӯлҳо он воқеан ҳайратангезанд. боз мегӯям, агар имкон медоштам, ман ҳамаи инро боз ҳам такрор мекардам. баъди онҳо шояд ҳазорҳо ва миллионҳо нафари дигар дар оянда қуллаҳои баландтарини кӯҳҳои Фонро ва дигар кӯҳҳои то ҳанӯз фатҳношударо фатҳ кунанд. аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо ин эҳсосотро нахоҳад дошт, ҳатто агар худи онҳо низ бори дигар ба ин ҷо биёянд ҳам. зеро дар ҳар маротибаи сафар ва фатҳи қулла тасаввурот, ҷаҳонбинӣ ва эҳсосу хотираҳо тағйир меёбанд. зиндагӣ ҳамчунин аст. пас бояд дар зиндагӣ ҳамеша барои фатҳи мақсадҳо ва қуллаҳои навбатӣ талош кард. зеро зиндагӣ бо орзу зебост.